Сарака байраз варианха водула тобазвей сабсадгил абснахнут гарагу псикалас шазыку. Присягнув на верность Отечеству, эти молодые люди отправляются в далекие российские города, чтобы получить достаточно мирные профессии. Несмотря на то, что сегодня маршируют с оружием в руках. Например, Сарец Вишба, будущий военный корреспондент. Ее мечта — держать в руках микрофон, а не автомат. Меня уже будут отправлять в горячие точки, и я буду помогать своей стране. Когда начнется война, я буду информировать население. А Сария Шармат, студентка медицинского факультета в военном вузе, ее привлекла дисциплина, а еще престиж академии. Именно эта военно-медицинская академия мне понравилась в плане базы, и это удобно, в общем, как академия, да. И в плане дисциплины, воспитания, да, закаляет характер. Никита Сеченава связывает свое будущее со строительством, обслуживанием и охраной железной дороги. На его взгляд, это перспективное направление, так как Абхазия в скором времени может стать транзитной страной, а специалистов, способных обслуживать такой объект, у нас нет. Связи, сообщения, железнодорожные войска. Потому что у нас слабо развиты железнодорожные вокзалы, а также сама дорога. Образование, которое предлагают российские вузы, сегодня один из основных способов реализовать свои способности и обеспечить собственное будущее. Так считают родители студентов, отправляющихся на учебу далеко за пределы Родины. Для матери это тяжело, конечно, но в будущее хочется, чтобы ребенок нормально жил, образование нормальное, чтобы у него было. Он с нулевого класса в борьбу ходил, все такое, но эту жизнь он сам выбрал. Сын Мзесана Руслан отправляется на учебу в Благовещенск, на самый восток России. Но как бы далеко не учились абхазские студенты, их успехи и промахи находятся под контролем министра обороны. У нас около 300 человек, которые учатся в Российской Федерации, в военных учебных заведениях, высших военных учебных. Есть, которые учатся на хорошо, отлично, но есть некоторые курсанты, которые подводят нас. Я думаю, что вы, те, которые поступили на этот раз, поведете себя хорошо, закончите, как положено, и вернетесь на защиту своей отечества. 60 студентов отправляются на учебу в военные российские вузы в этом году. Каждый из них надеется, что через 5 лет вернется в страну, которая будет нуждаться в их знаниях. Марьяна Котова, Сосрыква Бухава, Абаза ТВ.